Дорогие братья и сестры, сейчас очень много идет разговоров про отрока Вячеслава Крашенинникова. Очень разные идут разговоры, одни за него, другие против него. И мы хотим сейчас сделать передачу, рассказав про него то, что мы сами чувствуем и понимаем. Дары духовенства имеют разномыслие по поводу отрока Вячеслава. Они считают, что он святой, другие считают, что он экстрасенс. Но я вас уверяю, что он святой. Как правильно принимать информацию об ангеле, отроке Вячеславе? О нем написано, и тропарь, и окажется, но церковь якобы его не приветствует. Где правда? Ну, я скажу свое мнение, естественно, оно мое, хотя в данном мнении я общался с многими высокой духовной жизни старцами. Все в один голос, и ныне чуть живой отец Кирилл, естественно, Наум Лаврий, например, и других не буду перечислять, все в один голос говорят, это человек Божий, это пророк от Господа. Все в один голос говорят. Поэтому у меня есть основания доверять этим высоким людям. И я тоже так его вижу. Пророк явно от Господа. Когда Господу будет угодно, никто не воспрепятствует тому и другому пройти как святого. Отрок Вячеслав какой-то необычный посланник Божий, потому что все обычности проходят путь какого-то становления, развития, а ему даны были все дары благодатные прямо с рождения, может быть. Но он прожил очень короткую жизнь и объяснял, когда уже перед кончиной маме говорил, что я должен был быть монахом, врачом, потом монахом, но за то, что люди слишком быстро отступают от Бога, Господь изменил план, и вот забирает его в отроческом. То есть, когда он еще не успел проявить в полной мере свои благодатные дары и в полной мере, осуществить вот этот замысел Божий о помощи нам. Но виноваты мы сами, слишком быстро предаем Бога, слишком быстро отступаем. И вот он говорил, одна из его основных мыслей, что весь мир погубит выгода. И мы видим, как сейчас вот вместо нормальных критерий истины, справедливости, совестливости ставится все более важным, выгодно или невыгодно. А где выгода, там теряются все остальные ограничения и критерии. Там ни совесть не важна, ни дружба, ничего, лишь бы выгодно. И если идти этим путем, то это путь, ведущий скорейшим путем к гибели и общества в целом, и людей духовно. И Божье благословение каждому, кто любит отрока, молится ему. Всем говорите об отроке, всем говорите о его пророчествах. Он свою маленькую жизнь для этого отдал, чтобы каждого из нас спасти, чтобы вот те пророчества, которые у нас в Откровении святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, ведь отрок Вячеслав нам все подробно объяснил, и нам эти пророчества из Откровения, они более понятны. То есть отрок нам именно для нашего времени, для нашего поколения все объяснил, буквально все, вот как говорят, по косточкам, по палочкам разложил. Он сделал все понятным. И поэтому не молчите о пророчествах отрока, говорите о них каждому, ничего не бойтесь. Особенно это касается духовенства. Ведь для этого и священный сан дается, чтобы говорить правду, никогда эту правду не замалчивать. Поэтому чем больше хулят отрока, тем больше мы будем его прославлять. В книгах, в фильмах, в молитвах, в проповедях. Вот. И хочется, конечно, пожелать матушке Валентине Афанасьевне Божьей помощи в ее трудах, в ее скорбях, в ее искушениях. Отрок ей сказал, что он сказал, тебя, мамочка, действительно так никто и не поймет. Да действительно, а кто поймет? Ведь это нужно самому все пережить, чтобы понять. Поэтому Божья вам помощь, матушка Валентина. Помоги вам, Господи, и пускай ничего не смущает вас. Я считаю, что если кто-то сомневается в отроке Вячеславе, если у кого-то есть какие-то вопросы, то пусть не делает домыслов, из помыслов, которые к нему приходят, потому что помыслы бывают иногда от Бога, иногда бывают от противной стороны. А лучше всего это просто поехать в город Миас, познакомиться с его мамой, пообщаться, и сердце, оно само подскажет, благодатный ли отрок, хорошая ли у него мама, от Бога он или нет. То есть помоги, Господи, всем людям, которые искренне хотят разобраться в этом, вот, то, чтобы они
сделали свои выводы не со слов других людей, а вот сами вы приехали и пообщались с его мамой. Я думаю, они получат глубокое духовное удовлетворение от общения с этим человеком, от присутствия в комнате, в которой молился тот отрок, и от видя чудес, которые там происходят. А где чудеса происходят? А где Дух Святой почивает? Если на могилке чудеса происходят, Дух Святой там почивает, на этой могилке. Если обновляются иконы, если эмалью покрывается крест, значит Дух Святой в той могилке, в той комнатке почивает, где молился отрок Вячеслав. А какие доказательства нам еще нужны? Чудеса – это явное присутствие благодати Духа Святого. Поэтому помоги вам, Господи, ангела-хранителя вам всех благ, и спаси вас, Господи. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Как мы знаем, я познакомился с его родителями, прекрасные родители, спокойно простые, чистые, добрые русские люди. Не только они сами, но и их отцы и деды. Кстати, дед у него был священником, пострадал при сталинских репрессиях. Вот. Я убедился на деле, что вот, если у него родители очень хорошие, интимным экстрасенсом он, в общем-то, не является. Это надумано злыми людьми. Там на него сейчас все восстают. Во-первых, власти считают, что там секта какая-то некая организована, что дело доходило до смешного, что типа до могилку снести. Занимается травлей его матери, очень ее жалко, очень хорошая женщина. С одной стороны церковь, с другой стороны власти, и очень тяжело. Поэтому хочется всячески ее поддержать и утешить ее, что она такой вот несет тяжелый крест. Когда он был жив, и к ним ехали сотни людей. Я на всех кормила, всех привечала, всех клала спать, обо всех заботилась. И говорила мальчику своему: Слава, дорогая, когда ты кончится? Как я устала. Вот, мама, терпи. Понимаете, мы чтим людей, святых, ходим к ним, молимся к ним. Были проблемы с канонизацией Серафима Саровского. Были проблемы с канонизацией Яна Кронштадтского, канонизация царской семьи. И сейчас проблема стоит с канонизацией, допустим, отца Николая с острова Гурьянова. Это мешает лукаво, через людей действует. Поэтому чем больше препятствий, тем святее человек. А то, что вот так его мать обижает, я уже писал письмо, где пробовал ее утешить, что, милая, дорогая Валентина Афанасьевна, вы счастливый человек. А чего вы печалитесь? Вам прямая дорога в Царство Небесное, вы обращаете на этих вот, как сказать, лающих псов. Ну что вы на них смотрите-то? Кто они такие есть? Он вас, как пришел Христос и взял свою матерь на руки во время ее смерти, понес ее, чтобы она не увидела взора мрачных демонов. И он за вами ведь придет. Неужели свою мать оставит на моторостах? Нет, конечно. Когда вас будут цари и правители, не обдумывайте заранее, что говорить, ибо дадут вам уста и премудрость, которой не могут противоречить никто из противящихся вам. Вот оно. Верьте в это. На себя не надейтесь. Человек слаб и жалок, и труслив, и порочен. На Бога надейтесь. Кто на Бога надеется, тот не постыдится. Так что я считаю, что мы с вами счастливые люди. Дай Бог нам самим стать, дай Бог нам, чтобы люди, слушающие нас, вняли нашим словам. И любили Бога всем сердцем и тех угодников, которых Он избрал. В данном случае, вот наше время, это последний пророк, больше не будет ничего. То, что Он сказал, истинная правда, я вас уверяю в этом. Можете мне не верить, но придет час, откроются Его мощи, они будут нетленные, и все противники Его замолчат. Что сказать будет больше нечего. Потому что, порицая святого человека, ты порицаешь Бога. Да, и губишь свою душу. Потом, батюшки, подумайте, кого порицаете. Подумайте, что он за тобой. Тем более священникам нельзя без рассуждений так порицать то, чего вы не понимаете, чего не знаете. Если не понимаете, то гляньте на людей. Толпами идут к нему люди. Они чувствуют благодать, исходящую от его мощей. А вы, батюшки, не чувствуете, потому что вы потеряли благодать. Ваши паспорта, ваши номера, все, ваши телефоны, они вас сделали почти что неверующими.
Видите святого человека и говорите, что он колдун. Значит, вы полностью ослепли духовно, вы ничего не понимаете, ничего не видите. Мать его так травите, матерь бедная в церковь не прийти. За что ж такое терзаете? Она-то родила такого человека, она-то в чем виновата? Вы где-то, зачем терроризируете? Оленька, терпи. Терпение ваше спасет души ваши. Все хорошо, все замечательно. Мы счастливые люди, мы идем в спасение. Какие могут быть страхи, какие могут быть печали. Радуйтесь и веселитесь, как омызда ваша, много на небесах. С Богом все доброе, храни вас Господь. Бывает, люди говорят, а когда же прославить отрока? Вот мой ответ на этот вопрос такой. Его уже вчера нужно было прославить. Ведь если бы наше духовенство, наши епископы, наши священники говорили правду, если бы они не замалчивали эту правду, если бы они рассказывали об отроке, рассказывали о его пророчествах, о том, что он говорил, как он всех предупреждал, то люди бы не попали бы в эту страшную сатанинскую систему, они боролись бы с этой системой и боролись осознанно. И поэтому во всем вина то, что сейчас люди принимают номера, принимают зашестеренные документы, принимают карты, биометрию, во всем вина. Я тут как блаженный Полюшка говорил, во всем виновато молчащее духовенство. У нее есть такие страшные слова, горькие слова. Она говорила, что предантихристово духовенство так обманет народ, что весь народ вместе с ними поплетется в новую веру. Вот на наших глазах сейчас это именно и происходит. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли прославлять отрока, ответ такой, его вчера, давным-давно уже нужно было прославить, о его пророчествах нужно говорить с амвона, нужно предупреждать людей, нужно бить в набат. Если бы о пророчествах отрока знали все верующие, они бы с этой системой боролись бы осознанно. У нас в России ничего бы не прошло. Ни ИНН, ни паспорта зашестеренные, ни карты, ни биометрия. Ничего бы не прошло, потому что люди бы боролись с этой системой, они бы ей противостояли. И вас, вот, священники и епископы, вас бы люди на руках носили. У вас была бы опора в вашей проповеди. А то, что вы молчите об отроке, и уж ладно мы молчали, даже если бы вы просто молчали, это было бы хорошо. Уж лучше молчите, но, по крайней мере, не мешайте отроку говорить, ведь он сам говорит. Не мешайте, не лейте грязь, не лейте клевету. Дайте отроку сказать, ведь отрок сам говорит к людям, говорит через свои чудеса, свои пророчества, через книги, через фильм. Дайте отроку сказать, он сам говорит. И как бы с ним ни боролись, вы все равно с ним бороться не сможете. Отрок сам сказал, что будут со мной бороться, но у них ничего не получится. И ведь бороться с отроком, а отрок от Бога, это значит идти против Бога. Да ничего вы не сможете. Нужно просто покаяться, смиренно покаяться в этом грехе и говорить людям правду. Люди так изголодались по этой правде. Нужно говорить правду, чтобы люди боролись с этой системой, не попали. Ведь души в ад идут. Вот о чем должен думать каждый священник, каждый епископ. Ведь для того и сан священный дан, чтобы они помогали людям идти в Царствие Небесное. Мы для того святых прославляем, чтобы нам учиться у этих святых, чтобы опираться на них. Вот нашему времени, последнему времени, дан святоправедный отрок Вячеслав. Он святой у Бога, он прославлен Богом, прославлен чудесами. Этот отрок дан всем нам для того, чтобы нас предупредить, чтобы все мы покаялись, одумались, чтобы мы не лезли в эту ужасную бесовскую систему. Вот для чего нам дан отрок. Поэтому об отроке нужно говорить с амвона. Не нужно ничего бояться, нужно, не боясь, говорить правду с амвона о этих пророчествах, о том, что надвигается сейчас на Россию. Не замалчивать эти пророчества. Уж если боитесь, то, по крайней мере, не клевещите. Дайте отроку самому сказать.